Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Олег Никифоров. Я являюсь лауреатом Государственной молодежной премии Чувашской Республики в области образования и воспитания молодежной политики за фильм «Куратор». Также я являюсь руководителем спортивно-массовых проектов Чувашской республиканской общественной организации «Здоровая нация», обладателем черного пояса 4-го дана по хапкидо, черного пояса 2-го дана по айкидо, первого спортивного разряда по тайскому боксу, сертифицированным инструктором по тайскому боксу также, ну и руководителем Федерации хапкидо Чувашской Республики. Ну и по роду своей деятельности, то есть общественная, это «Здоровая нация» организация и, соответственно, школа хапкидо. Я также занимаюсь еще продвижением фильмов известного режиссера талантливого Марата Никитина. Я продюсером фильмов являюсь Марата Никитина. Я активно помогаю Марату в продвижении его кинопроектов. Наша деятельность началась достаточно недавно. Наверное, с прошлого года, когда я посмотрел фильм «Харло» Марата Никитина и узнал, что действительно фильм отличный, и его показывали, канал «Культура России» взял его на показ, этот фильм. И я, конечно, очень заинтересовался этим фильмом и предложил Марату подать его на Государственную молодежную премию в области культуры и искусства. Проделана огромная работа, собрано огромное количество документов, отзывов, проведены встречи, ряд встреч со школьниками, со студентами, где Марат рассказывал о своем фильме. Фильм «Харло» о семейных ценностях – это очень интересный фильм, и стоит его даже показывать в школах, потому что он добрый фильм, в нем нету каких-то вот современных таких вот отголосков современного искусства, там тяп-ляп, побыстрее бы сделать и так далее. Там даже речь поставлена, речь именно как бы образцово-показательная, да, в этом фильме. Какие-то притчи, как-то вот диалоги такие интересные. И я считаю, что для окультуривания, скажем так, населения Чувашской Республики это очень полезно посмотреть такие фильмы. Ну, не менее интересным проектом. Ну, мы проделали огромную работу, подали там документы. Мы не прошли на эту премию. Мы подали на премию «Общественное признание». Там уже прошли. Вот, очень здорово. Как раз с Маратом в номинации «Пишу, снимаю в своем городе». Вот в этом году. Ну и сейчас вот Марат представил все свои проекты, фактически фильм «Никита», фильм, значит, из крупных «Никита» представил он проект. Также он представил свой последний проект, фильм «Фуга». Очень интересный фильм про человека, который потерял память, и он узнал, что он совершил убийство. Вот, он не помнит об этом. И вот как бы суть фильма, как раз вот все обстоятельства текущие возникают, и он узнает вообще, то есть у него уже создал семью, он уже все поменялся. И как бы он не помнит, кем он был в прошлой жизни. Вот, этот фильм как раз-таки о том, что прошлое вот нас действительно преследует, наши действия, наши негативные последствия, мы должны за них отвечать и очень следить за собой, для того, чтобы не навредить другим людям. Вот. И сейчас ряд фильмов Марат своих выставил, конечно, на обозрение всеобщее. Я думаю, что обязательно на фестивале «Азам» какой-то приз он возьмет. Вот. Что касается состояния сегодняшнего кинематографа, я хочу сказать, что мне очень поразила фраза на прошлом кинофестивале Чебоксарском международном, как сказали про то, что удивляет, что в Чувашии при нулевом бюджете снимается кино. Это удивительно просто. И любой фильм, любого режиссера, это действительно большое событие, я считаю. И мне очень не нравится, когда некоторые люди говорят, это там лажа там про фильмы, допустим. Ну, про наши фильмы, которые вот мы были там с Владимиром Синяевым, да, это «Куратор», там ветки, типа нет уровня там и так далее, прочие такие. Ну, конечно, а что вы хотите, не бывает идеально там возможности, например, да. Вот про фильм «Битва за Новоюшку», например, все там пишут, не посмотрев даже самого фильма, они пишут уже, посмотрев трейлер, уже пишут такие там, вот это все криминал, там это все там, значит, не настоящее. Это вообще комедия, криминальная комедия, и она не учит плохому. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, фильм, потом уже просто говорите. У нас зачастую людям просто лень смотреть чувашский кинематограф, хотя он на русском языке, несмотря на то, что чувашский. Фильм на чувашском крайне мало. Вот. И люди, уже не посмотря, прокрутив или что-то сказав, они говорят, чушь, чувашский фильм, не серьезно. То есть вот такое отношение, это очень, очень печально.
Я считаю, что каждый вот гражданин Чувашии, фильмов у нас, друзья, не так много на самом деле. У нас подрастают дети. Почему бы нам вместе с ребенком не посмотреть, допустим, фильм «Куратор», фильм «Ветки», фильм «Битва за Змеюшку», фильм «Фуга» Марата Никитина. Почему бы не посмотреть? Я не вижу в этом ничего такого. Никто из режиссеров не учит плохому, никто не учит негативному, никто не учит там наркотики пропагандирует. Фильм «Ветки», наоборот, против наркотиков. Вот. Фильм «Фуга» Марата Никитина, там ни одного плохого матного слова нет. И даже фильмы, например, «Битва за Змеюшку», это такая веселая, такой альтернативный сюжет, фильм Юрия Спиридонова, альтернативный такой веселый сюжет про, значит, девочку, которая там, значит, защищала своего брата, и она не впопад его защищала постоянно, скажем так, от вымогателей. И уже, когда уже все решилось мирно, она там предпринимала какие-то последствия, это все так достаточно смешно выглядело. Вот, и поэтому такие фильмы не могут научить плохому. Это просто творчество, как вот режиссер видит, очень хорошо, что у нас вот таких вот, 3 крупных режиссера, плюс еще вот Виктор Чугаров, дополнительно, как бы я его считаю отдельным режиссером, потому что он снимает тоже интересные фильмы про движение в Чебоксарах, движение он там в Берлине, в Париже, и он снимает вот про путешественника, сейчас вот снимает про Никиту Васильева, да, тоже очень интересный такой сюжет такого, даже вот документального кино, это вообще здорово на самом деле. У нас фактически 4 разных режиссера представлены здесь в Чувашии, поэтому, друзья, я предлагаю вам участвовать в кинематографе самим, как-то какие-то свои делать, может быть, заметки, сценарии. Никто, если вы считаете, что вы сняли бы лучше, подойдите к режиссеру, объясните, как сделать лучше. Просто, если вы считаете, что вы более профессиональны, вы поймете, что ваших знаний недостаточно. Потому что просто сказать, я бы хотел, чтобы в этой сцене, я уже пробовал так говорить режиссером, я понимаю, что где-то я прав, но это лишь на малую толику. Профессионалы есть профессионалы. Они как бы в основном я могу что-то подкорректировать, но поменять полностью, как бы, да, я не смогу. И это глупо было, когда подходит человек и говорит, я бы снял фильм за неделю. Но это там, как бы, во-первых, человек бы просто бы не взялся бы за фильм. Такие пустословы, они не сделают ничего, как правило. Вот. И смысл как-то комментировать такие заявления, это несерьезно, на самом деле. Само заявление было несерьезно. Человек отдает свою душу, он там тратит время какое-то. Например, вот режиссер Марат Никитин, он, поскольку фильм «Харло» он отдал на канал «Культура», конечно, говорит о его уровне, высоком уровне, да. Он закончил в ГИК, режиссер, да. Вот, конечно, этому человеку надо помогать, его надо материально, финансово поддерживать, учитывая то, что фильм «Фуга» он снял вообще фактически на свои деньги, да, никто ничего не давал. И спрашивается, откуда мотивация? Мотивация, потому что человек учился, и он хочет это сделать своей частью, это уже часть его жизни, он хочет с собой оставить след. И он считает, что эти фильмы, они дарят добро и теплоту людям. Так и есть, в принципе. Поэтому я рад, что проводятся фестивали такие, я за фестиваль и Чувашский фестиваль. Без них было бы скучно, без них мы не узнали бы, кто же лучший, например, да. Конечно, сами понимаете, проблемы какие? Финансирование, то есть, допустим, грубо говоря, победил бы, допустим, какой-то фильм, допустим, чувашский, отмечен был бы, к примеру, на этом фестивале, да, пусть, допустим, лучший из всех чувашских фильмов выбрали режиссера лучшего, да, в этот раз. Можно выделить хотя бы 50 тысяч рублей, пусть под смету, пусть под план, да, чтобы он снимал другой фильм, хотя бы, я говорю минимум, хотя бы, чтобы он снимал фильм не на свои деньги, а хотя бы на часть денег, даже часть денег из бюджета, это уже как бы лучше, понимаете, потому что эти же люди, они же нашу культуру продвигают, не продвигают нашу культуру, они продвигают, учат молодежь хорошему, так или иначе, потому что фильм смотрит. Если бы никто фильм не смотрел, не было бы смысла. Вот, например, фильм «Харло» там посмотрел около 20 тысяч человек, допустим, «Ветки» тоже посмотрел где-то так вот 20 тысяч человек. Это вот те, кто на ютубе посмотрел. Плюс в кинотеатры еще люди приходили. Вот, за что, в принципе, спасибо вот прокуратуре Альберту Ивановичу Петрову за то, что он продвигал как бы фильм. Вот, и что очень хорошо, что показали этот фильм, и молодежь поняла, что наркотики это плохо. И многие пишут, что фильм задуматься. Над фильмом стоит задуматься.
Фильм Харролла о семейных ценностях, куратор фильма о воспитателях, о каких-то моментах, о том, насколько важно педагог играет роль играет в нашей жизни. Я, например, тоже могу сказать, что преподаватели сыграли большую роль в моей жизни. Это все люди, которые своим примером показывали, как, такие качества воспитывали, как у нас смелость, уверенность в себе, иметь свое мнение, быть честным человеком, порядочным и стремиться всегда к совершенству, потому что мы все воспитываемся в коллективе, с друзьями, с коллегами, как-то проводим время свое. Если мы проводим время бездарно в интернете, ВКонтакте, в Инстаграме постоянно, то, соответственно, такой же результат. А если мы учимся доброму, хорошему, учимся, иногда где-то мы учимся, как преодолевать плохое, это тоже очень важно. Есть фильмы, не во всех фильмах добрые и хорошие. Иногда мы видим противостояние добро и зло. Иногда мы видим, как человек слабый, физически, допустим, он тренируется и борется со злом, потом зло побеждает. Это же правильно, так и должно быть. К сожалению, сейчас очень яркая проблема становится, что у молодежи очень мало примера, пример достойный быть у молодежи. И у молодого человека просто сознание распыляется. Он здесь посмотрит в Инстаграме, отвлечется, там посмотрит, здесь, и как бы жизнь проходит. А вот ваше поколение взрослых, они как-то более старших, у них была какая-то цель, и они по этой дорожке шли. Шли, не отвлекались, не разбрасывались. И уже допустим, человеку становилось 35-40 лет, он уже, я, допустим, 20 лет занимаюсь юриспруденцией, я в этом мастер, да, я в это знаю. А сейчас как-то везде и нигде, по сути, да, это очень большой минус, то, что внимание распыляется энергия, а человеку надо бы сосредоточиться на чем-то и идти вперед, да, если ты повар, значит ты повар, да, если ты предприниматель, значит ты предприниматель, и все остальное как бы в качестве хобби, скажем так, да, когда человек пытается здесь начать, там начать, здесь как-то быстрее разбогатеть, занимает, допустим, у людей как-то попадают какие-то махинации, какие-то аферы, конечно, потом уже, в молодом возрасте уже, да, конечно, потом уже жизнь человека уже становится мучением, когда с долгами и так далее, да, поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы находились в реальности, чтобы мы всегда для нас был примером достойные люди, всегда были для нас примером люди, которые добились что-то своим трудом, которые что в спорте, что в предпринимательстве, что в каких-то других сферах. И мы не старались, не искали легких путей. Это огромный действительно труд тоже продвинуть кино, да, как продюсер, да, это продвинуть, надо договориться, показать, договориться с людьми, чтобы как-то продвинули, чтобы помогли. То есть это огромный труд, а потом ты уже получаешь через какое-то время результат своего труда получаешь. Если ты... И причем в Чебоксарах это не финансовый результат. Результат просто ты продвинул фильм, ты получил удовольствие, посмотрел фильм, да, ты сделал какие-то для себя выводы. Ты рад, что ты помог молодым людям как-то поменять свое мировоззрение. То же самое в спорте. Я занимаюсь спортом тоже. Я не ставлю цель обогатиться, я ставлю цель, чтобы людям было интересно приходить ко мне на тренировки, чтобы они получили навыки, получили необходимые приемы самообороны и чтобы они регулярно занимались. Сегодня, кстати, День доброты. Поздравляю вас с праздником. Сегодня 13 число, Всемирный день доброты. И поэтому не случайно в этот день берется интервью. Поэтому я хочу сказать, что мы учим доброте. И у меня есть моя основная юридическая работа, где я помогаю людям. В спорте я воспитываю, молодежь, тренирую их, учу приемам самообороны. Ну и моя общественная работа – это организация здоровой нации и продюсерство фильмов. Это очень здорово, очень сложно, но когда это интересно, это приносит пользу людям, ты чувствуешь, что это приносит пользу людям, и самому от этого приятно, поэтому давайте творить добро, и я желаю, конечно, прежде всего успехов нашему режиссеру Чувашскому Марату Никитину, в его фестивале, я уверен, что он займет призовое место. Ну и хочу рассказать про Марат отошел, скромный человек, видимо, не дал интервью, может попозже даст. Ну, о наших совместных проектах, конечно, Марат написал отличный сценарий про фильмы. Фильм
Он будет ну, рабочее название пока неизвестно. Он написан сценарий на многосерийный фильм про, скажем так, разборки район на район и про то, что вот эти вот молодежные волнения, они ни к чему не приведут. Вот. И про то, чтобы их не было. Это такой интересный проект. Вспомнили в сценарии, написали, очень много там они обсудили вместе там с другим сценаристом, скажем так, да. Вот. Сергеем Сандлером, тоже, кстати, героем «Битвы за Новоюшку», обсудили очень долго сценарий, обсуждали продвижение фильма. Вот очень интересный фильм. Я даже считаю, что сотрудники МВД, сотрудники прокуратуры должны заинтересоваться, чтобы продвинуть этот кинематограф, как-то помочь, может быть, какие-то предоставить с локации, может быть, да, какие-то возможности, потому что стараемся же за молодежь, и чтобы молодежных волнений этих избежать, этот фильм является, кроме того, как бы профилактикой. То есть спорт, профилактика преступлений, да? В кино тоже профилактика преступлений. Мы все в одном ключе как бы работаем. Ну и, конечно, совместный проект между также федерациями. То есть я выступил с инициативой, мы с Маратом вот недавно обсуждали, снять проект такой, значит, первый, да, в Чувашии, про историю единоборств Чувашии, полную историю единоборств. То есть у нас очень много единоборств. Мы хотели бы рассказать о стилях, о чемпионах, немного рассказать про бокс, немного рассказать там про хапкидо, про тайский бокс, про смешанное единоборство. Рассказать, сделать большой фильм, ну, часа на полтора, скажем так, вы где-то добавить, где-то истории различные, да, потому что у нас очень разные истории, люди, как они пришли к спорту, у кого-то трудности, у кого-то там затруднения были финансовые, но он уже создал семью, но тем не менее спорт не бросил, продолжает уже работать где-нибудь там на другой работе, тренироваться, выступать там в 35 лет. Это очень здорово, это мотивация большая на самом деле. Вот, так называемая боевая Чувашия. Это вообще классно будет проект, и мы хотим снять этот проект. Надеюсь, что федерация будет заинтересована, нам тоже помогут спонсоры снять и получить на него прокат удостоверения. Вот это наша задача, получить прокат удостоверения официально. И я уверен, что показать его в кинотеатрах, то есть при поддержке Минспорта, при поддержке, опять-таки, органов власти, я думаю, что это достойное вообще занятие, достойная идея, тем более такого не было полного фильма про историю единоборств. Показать его на каналах, телеканалах, показать его в кинотеатрах, это будет очень здорово, официально получить прокат, хотя бы в Чувашской республике. То есть это так называемый такой документальный фильм, это уже огромный шаг вообще в развитии чувашского кинематографа, в развитии спорта даже, потому что это будет однозначно очень многими людьми посмотрено, очень многими людьми будет показано. Это будет большое достижение. Вот, мы к этому стремимся, к этим двум проектам. Вот. Ну и как бы в планах еще снять вот с Маратом. Пока начнем, допустим, возьмем про какую-нибудь федерацию отдельную историю. Ну, на 30 минут. Отдельный такой фильм про какую-то федерацию. Там, вот, опять-таки, по договоренности с спортсменами, с чемпионами, обсудить, рассказать про зал, где он находится, как бы это будет и в форме рекламы, разницы нету. Показать по телеканалу тоже по местам, это тоже будет очень здорово, потому что этого мало, если, хотя говорят, все есть, но ко мне сейчас вот люди обращаются, там, уже даже взрослые, типа, Олег, чем отличается один спорт от другого, я хочу там заниматься этим, я говорю, ну сходи там Сань, посмотри там, чем отличается, ну вот туда сходи, сюда сходи. А человек вот он не хочет, он хочет, чтобы сходить, чтобы я сказал ему, побеседовал, да, вот это вот лучше, то есть как профессионал, да, рассказал, вот это вот здесь, это здесь вот лучше так. А когда мы покажем фильм, человек, то есть как бы у человека свои дела, он работает, он там может посмотреть фильм, пролистать, так, у них вот зал, Чебоксар же, Чувашия, там, Чебоксар, но Чебоксарского два таких крупных города, может даже в районы выйдем по необходимости. Посмотрим на зал, и в зале как бы все уже, человек смотрит, как там тренировки, что там, какие-то приемы делают, историю смотрит, какие правила соревнования уже, да, и он такой, блин, мне интересно, мне ближе, допустим, бокс, я всегда хотел боксировать руками. Казалось бы, бокс
тоже имеет историю, тоже имеет тренировки. Не для всех, не каждый. Кто-то, допустим, посмотрит фильм более детально и заинтересуется, история, вот там олимпийские чемпионы. Это нам, спортсменам, кажется, что все знают. На самом деле люди далеко не знают, кто такой Кличко, кто такой Федор Емельяненко, далеко не все знают. Девушки и парни даже не знают, не все интересуются спортом, далеко не все вообще. Далеко не все парни, даже в нашем 21 веке, знают, что такое там, чем отличается карате от кикбоксинга, допустим. Ну просто человек, допустим, он даже те, кто занимались, не знают. Ну как-то не вникали там, поэтому более детально показать фильм, рассказать про историю, про бойцов. И особенно хорошо для детишек и для маленьких, которые уже, посмотрев, будут уже начнут тренироваться и будут приглашать туда своих детей. Мы на это надеемся, поэтому лозунг такой вот на этот год: всем больше добра, больше позитива. Ну и, конечно, побольше сфокусировать внимание на цели. Это наша проблема всей молодежи. Нет сфокусировки на цели. Боятся люди трудностей. Начинают, талант есть, начинают, делают 2 шага назад, ждут, продумывают. Вот я просто сижу там по ученикам, ну не по своим, там просто как бы кто-то там тренирует, кто хочет заниматься. Я говорю именно про спорт, да. Могу и про музыку то же самое. Люди хотят, талант есть, что-то делают, отвлекаются, сидят в интернете, время проходит, уровень не повышает свой. Я причем говорю, и иногда я таким тоже бываю, то есть я тоже далеко не идеал. И вот это вот все проходит, хлоп так, время проходит, а цели не добиты, цели не сделаны. Поэтому, друзья, социальные сети никак нам помогают, также в то же время нас и губят. Ну вот, поэтому не забывайте о цели, помните о том, что каждый в этой жизни должен нести пользу обществу. Пусть не каждый станет чемпионом, не каждый станет богатым, очень успешным, но я считаю, успех для любого человека, успех, когда он делает с любовью свое дело и не халтурит, и делает его достойно, вот, чем бы он ни занимался. Поэтому, друзья, не надо стараться быть звездами, важно стараться, стремиться сделать полезное и стремиться повысить свой уровень, в чем бы то ни было. В общем, еще раз с этим замечательным праздником, с Днем добра, добра вам, любви, счастья и до новых встреч. Смотрите наши фильмы.